В Сыктывкаре завершился Кубок Республики Коми по хоккею с мячом знакомства, приуроченный к 85-летию первого главы Коми Юрия Спиридонова. В турнире, кроме команд высшей лиги из Сыктывкара, Москвы и Кирова, участвовали детские составы, а также студенческая сборная столицы Коми «Зыряне». Павел Королев тоже побывал на трибуне. Хоккейные шлемы, клюшки и коньки – экспонаты выставки, рассказывающей историю развития хоккея с мячом в Коми, не оставят равнодушным ни одного фаната. За каждым предметом целая история. Экспозиция развернулась на республиканском стадионе. И теперь познакомиться с историей местной команды сможет каждый. Отдельный стенд посвящен первому главе Коми и преданному болельщику строителя Юрию Спиридонову. Как поклонник русского хоккея, Юрий Алексеевич приложил немало сил для популяризации этого вида спорта в Коми. При Спиридонове в Сыктывкаре провели 4 Кубка главы. Это всегда был шумный спортивный праздник хоккея с мячом, который собирал огромное количество болельщиков и спортивных журналистов со всей страны. В этом году кубок прошел скромнее. 3 клуба из высшей лиги, но зато большое количество детских команд. Для них это прекрасная возможность набраться опыта, ведь именно эти ребята через несколько лет будут писать новую хоккейную историю. Как отметил на открытии глава Коми, все уже соскучились по льду и играм, поэтому вне зависимости от возраста в каждом матче будет напряженная борьба. Этим турниром мы открываем в Сыктывкаре очередной хоккейный сезон. Уверен, что он станет еще одной яркой страницей в истории русского хоккея. Сразу после открытия на лед вышли студенческая сборная столицы Коми «Зыряне» и строитель Сыктывкар. Для последней команды этот кубок – подготовка к предстоящему старту высшей лиги. Возможность обкатать взаимодействие игроков, скажем так, в бою. К предстоящим играм готовятся и болельщики команды. На трибунах, как обычно, самые преданные фанаты. Я болею за строителя, потому что у меня там участвует сын, играет. И за «Зыряне» тоже мы тоже с этой командой уже как, 2006 год играли ранее, и все, у нас была команда. Сейчас его взяли строители, и получается, сейчас болею за строитель. Ну а в заключительном матче турнира строитель Сыктывкар переиграл московское «Динамо-2». Тем самым завершил кубок на первом месте и без единого поражения. Павел Королев, Владислав Кульчицкий, телеканал Юрган.